Богатый своей культурой, природными особенностями и творениями древних зодчих, маленький регион с огромным историческим наследием развивается и идет навстречу своему будущему в составе Российской Федерации. В Ингушетии реализуются десятки социальных проектов, развивается экономика, сельское хозяйство и туризм. Обо всем этом гостям форума рассказал глава субъекта Махмуд Али Калиматов. Это шанс увидеть всю нашу Россию, нашу родину огромную. У нас богатейшая страна, главное в ней прекрасные люди. Мы разные, но мы едины. В условиях военно-политических и иных вызовов наша страна демонстрирует высокий уровень сплоченности, экономической адаптации в новых условиях, конструктивные и успешные решения современных вызовов. Международная выставка «Форум Россия» дает прекрасную возможность показать самобытную культуру, богатство Ингушетии, окунуться в ее историю и увидеть день сегодняшний. Мы искренне благодарим президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это уникально, что вся Россия находится на международном форуме, и мы можем друг друга видеть, говорить. У нас очень много исторических фактов, и вы видели на стенде, и кто не видел, увидеть. Глава региона также добавил, что республика воспитала не одно поколение воинов-защитников Родины, генералы царской армии, участники Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации и Советского Союза своими подвигами не раз доказывали, что представители нашего народа всегда отвечали на зов Родины. Сегодня это своим мужеством, самоотверженностью и храбростью доказывают участники специальной военной операции. У нас достойные сыны были в императорской армии. 5 генералов императорской армии. Достойные предки нам передали столько доброго, достойного, что мы должны его сохранить. Сохранить и двигаться дальше. Но сегодня можно сказать, что у нас и в советский период, какие бы сложности ни были, у нас достойные сыны и Великую Отечественную войну со всеми нашими другими регионами в целом России. Наши ребята отстаивают честь нашей в целом России. У нас, к сожалению, посмертно 2 героя России. Это у нас Боков, это у нас Хамхоев. Достойные ребята, каждый из них, кто там находится, это герои. Чтобы все наши ребята вернулись здоровыми к нам домой. У нас еще есть достижения промышленности, в сельском хозяйстве. Республика Ингушетия полностью обеспечивает себя определенными основными продуктами, то есть мясо, птицу и другие. Мы подняли в разы сельское хозяйство, мы в разы подняли экономику, но все-таки нам еще надо стараться. У нас люди трудолюбивые. Самое главное, как у нас говорят, вот самое главное. Но есть и другая часть. Мы больше должны интегрироваться вглубь России, нашей Родины большой. Интегрироваться надо туда знаниями, производством, поступками своими правильными. Соглашение подписали и создали, Гусеев Михаил Саварбекович, создали мы фонд возрождения, IT-академия, которая будет уже с февраля набор осуществлять, и будет 500 выпускников, конкретно айтишников. Цифровой прогресс у нас будет. Обучение это бесплатно. У нас много надо профессию менять. Кто-то, как бы отучился, времена другие, надо вперед идти. И поэтому у нас все будет получаться, если мы продвинемся вперед. 19-26 год, я вам скажу, построено 26 школ новых, 26 детских садов за 4 года вот этих. У нас отремонтировано около 20 школ и детских садов. И мы поставили задачу еще и перед университетом, и Министерством образования
чтобы у нас готовили инженеров, технарей, как говорят. Мы соглашение подписали Московским физико-техническим университетом, я имею в виду университет, и Самарским техническим университетом. И будем готовить для себя инженеры, электрики, энергетики, станкостроители, роботехника, неважно. Главное, чтобы это были технические специальности. Мы гордимся нашей большой родиной России, но каждый житель Ингушетии гордится и маленькой своей родиной. Я хочу сказать спасибо жителям нашей республики. Вы знаете, мы сейчас консолидированы. Мы сейчас должны понимать, что нас никаким оружием никто не возьмет. Когда мы едины, мы непобедимы. Всем хотел бы сказать блага, добра, счастья человеческого, семейного. Дал мяш, могут должен, а не с Волгой. На выставку «Форум», чтобы отметить День Республики Ингушетия, приехали представители народа со всех уголков России. Большая делегация из Москвы и Ингушетии, в том числе и первый президент республики, герой Советского Союза Руслан Аушев. Души, мои предки и вот эти башни. Ну, в истории Ингушетии были хорошие и светлые, и мрачные дни. Почему я об этом сказал, про героя Советского Союза? Когда я учился в военном училище, мы, курсанты, спорили, сколько у народов героев. У всех наших соседей. Все курсанты хвалились, у нас столько героев, у нас столько героев. И только мы, чеченцы, ингуши, стояли молчать. Хотя мы знали, что первые защищали Брестскую крепость войнаки, 400 войнахов. И мы каждый понимали, что мы должны восстановить эту справедливость. Как могли, так и восстановили. Ингушетия восстановилась в 1992 году, 4 июня. И сегодня она идет в правильном направлении. Наш лозунг был, если будет, Ингушетия вперед. Никаких других лозунгов не должно быть. Правильно сказал глава борца Халбес. Продолжили официальную часть мероприятия солисты народного ансамбля «Ингушетия». Параллельно с официальным открытием на ингушском стенде продолжается презентация достижений республики. Гости выставки могли окунуться в культуру региона, увидеть ее красоты с помощью VR-очков, а также попробовать себя в роли ковродела. Впечатление просто исключительно, очень даже здорово. Приехали мы с Урала, из Екатеринбурга. Просто в республике Ингушетия в данном случае я была в этом году весной, и поэтому вот сейчас бы мне было очень приятно снова сейчас зайти и посмотреть здесь все. Представлено очень здорово, просто колоритно, и именно вот чувствуется ваш национальный такой сила духа, характер, вот, ну и свобода. Здесь 5-й раз на этой выставке. Сегодня конкретно приехала на День Ингушской республики Ингушетия. Что вас заинтересовало? Меня здесь интересуют, во-первых, национальные традиции. Я хочу на концерт еще на ваш сходить, мастеров послушать. Отмечать День Ингушетии на форуме будут практически целый день. План мероприятий обширный, а те, кто сегодня присутствовать на площадке не смог, смогут это сделать до апреля следующего года. Адам Мережков, Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков. Новости 24.